Ну, чаще всего в осенний, зимний, там, весной периоды, конечно, дети чаще болеют простудными заболеваниями. Банальные сопли, кашель, когда вот просто начинается, не всегда нужно сразу начинать вот с таких тяжелых лекарств, там нужно что там, нужно противовирусные антибиотики и сразу все подключать. Как правило, все начинается вот с банальных каких-то вирусных инфекций, которые не требуют такого лечения специфического. Если вирусом уже ребенок заболел, противовирусные уже не помогут, они не сработают. Те, которые сейчас рекомендуют для приема лечения гриппа и ОРВИ, зачастую они вообще, ну, как бы у них нет доказательной базы. А те противовирусные, которые более сильные, серьезные препараты, они используются для лечения гепатитов, тяжелых форм там, герпеса. Поэтому смысла начинать с противовирусных нет однозначно, поэтому я считаю, что родители должны, ну, как бы не задумываясь даже, вот, не делать это ребенку, не травить организм ребенка. Частое промывание носа, проветривание помещения, влажность, да, должна быть влажная комната, чтобы ребенку не пересыхало, и чаще давать пить. Это самое первое, с чего начинается лечение. Если у ребенка поднимается температура, то это жаропонижающее. Это или парацетамол, или ибупрофен. С насморком дальше. Сосудосуживающие препараты маленьким детям не рекомендуют вообще, в принципе, их назначать. Это уже вот совсем, то есть препарат тогда, когда если вот видно, что у ребенка тяжело дышать, то проще, конечно, очистить носовые ходы. Кашель очень часто бывает у детей из-за того, что по задней стенке глотки стекает слизь из носа, и туда попадает, и это раздражает носоглотку, и ребенок начинает кашлять. Поэтому при первом же кашле, как ребенок покашлял, не стоит давать ребенку препараты с амброксолом, чтобы еще не ухудшить. Особенно дети до 2-3 лет, это только может ухудшить состояние. Поэтому в любом случае считаю, что лечение должен назначать врач и после осмотра. Так как у ребенка очень быстро переходит в более тяжелую, с легкой в более тяжелую стадию, буквально за 1-2 дня может с банальных там соплей, насморка, да, вот то, что начинается, может перейти в бронхит. Поэтому контроль очень тоже важен. Посадить ребенка дома и никуда его не выводить, и от этого ребенок не будет болеть, нет, это неправильно. Ребенка с самого раннего детства нужно выводить, да, вот, то есть социализировать, если можно так сказать, и чтобы он, чем больше ребенок сталкивается с какими-то вирусами, вокруг бактериями или еще, да, это тренировка иммунитета. Тем более устойчив будет у него иммунитет, и завтра, когда он будет с ними сталкиваться, у него уже иммунная система работает и готова защитить его от этого. Когда ребенок, вот там, мамочка, да, там говорит, что вот он у меня уже несколько месяцев болеет, никак не выходим из этого состояния. Если ребенок в целом, да, вот не выходит из этого состояния, то это повод задуматься для родителей и обратиться к врачу. Это раз. Сдать анализы, посмотреть в целом, то есть что происходит с организмом. Если нет, то искать дальше причину, то есть может более глубже они стоят, то есть может нужен уже иммунолог. То есть поэтому очень важно общаться со специалистом и искать причину тому, что может это действительно не просто какое-то заболевание простудное, а что-то другое.